Здравствуйте, в эфире телеканала программа «Актуальное интервью», в студии Кристина Якупова. Обеспечение безопасности, участие в поиске и спасании людей на водных объектах. Такие задачи выполняют сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по республике. С понижением температуры наружного воздуха движение на реках региона будет постепенно приостанавливаться. Особо опасно находиться на реках в период ледообразования. Почему некоторые граждане в этот период все же нарушают предписания инспекторов ГИМС, чем они рискуют? Гость студии Александр Орлов, старший государственный инспектор по маломерным судам, руководитель Якутского отделения номер 2 Центра ГИМС Главного управления МЧС России по республике. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какова ежегодная статистика рисковых ситуаций на водных объектах в осенний период? Ну, если мы берем непосредственно сентябрь-октябрь месяц, то аналогичный период прошлого года у нас было зарегистрировано 10 происшествий на территории республики. А сейчас у нас октябрь еще до конца не кончился, и пока у нас зафиксировано 5 происшествий. Все равно видно, что идет статистика на спад, это очень радует, как и нас, значит, хорошо проведена профилактическая работа. А какова обстановка наступившего осеннего периода? В первую очередь стоит отметить, что навигация для маломерных судов закрыта сейчас на территории всей Республики Саха-Якутия. И тем не менее, сейчас идет активная фаза ледообразования на водоемах, что республики, что города Якутска. Это вода меняет свою кристаллическую решетку, лед начинает формироваться, и сейчас зачастую будут такие ситуации, когда люди будут пытаться выходить на лед. А что делается для того, чтобы уберечь детей от несчастных случаев? На протяжении всего года сотрудниками ГИМС и не только проводились профилактические мероприятия. Это начиная от детских садов, кончая школами, высшими учебными заведениями. Они были направлены на как раз подготовку детей как к летнему периоду, как к осенне-весеннему периоду. Это лекции, викторины. Также сотрудники выезжали летом на места массового выхода людей, там, на водоем, будь то городской пляж или другой водный объект. Также общались, проводили викторины. Помимо этого, на территории республики проводится очень много разных акций. Научись плавать, безопасный лед, безопасная вода. Акций очень много, и постоянно стараемся следить за этим, участвовать, привлекать как можно больше народу. С нами помогает не только мы, и также общаемся с муниципальными образованиями. Они со школами уже непосредственно общаемся. Так что работа идет круглый год и никогда не останавливается. А вот люди зачастую игнорируют предупреждения спасателей, переходя озеро или реку по тонкому льду. Что вы можете порекомендовать таким людям? В первую очередь категорически именно в этот период, пока активно лед еще не взялся, ни в коем случае не выходить на водный объект. Как бы вам бы ни казалось, что лед вроде бы крепкий, там зачастую люди смотрят по примеру других, вот человек прошел, я вот пойду за ним. Нет, ни в коем случае не стоит. Смотрим обязательно на предупреждающие аншлаги и знаки. Они выставляются на водных объектах, особенно в тех местах, где зачастую, как говорится, набита народная тропа. Если знак установлен, что ходить по льду еще опасно, соответственно, что либо мы, либо сотрудники администрации выезжали, делали определенный замер льда и говорят, что здесь ходить нельзя. Вот ориентируемся на эти знаки, только так выходим. А так, сами по себе, я категорически не рекомендую, потому что, говорю, лед только-только начинает формироваться, его структура еще неоднородная, поэтому выходить на лед крайне опасно. А что вы можете посоветовать людям, которые вынуждены выходить на реку или озеро? Мы как раз подходим к тому, что никого никогда не вынуждает. Это зачастую мы пытаемся сократить себе путь. У нас даже есть такая шутка: пытаясь сократить путь, вы можете сократить себе и жизнь. Поэтому тут в первую очередь надо, у нас большой акцент идет, конечно, на детей. Это надо родителям пообщаться со своими родителями, детьми, потому что независимо от того, что мы проводим профилактическую беседу, самый большой объем знаний ребенок получает именно от родителей. Это надо им сказать, что ни в коем случае не выходи на водоем. У нас пытаются говорить, сократить дорогу. Надо обходить его. У нас сейчас в городе сделано все для того, чтобы человек просто не ходил по водоему. Много есть мостов, есть обходные пути, нормальные дороги, тротуары, пешеходы. Поэтому надо себя ограждать. А что же все-таки делать, если человек провалился под лед? Если мы сами наблюдаем или у нас на глазах провалился человек, это в первую очередь не надо, сломя голову, бежать ему помогать. В первую очередь надо взять телефон и позвонить на 112, на пункт спасения, и сказать, кто вы, что вы, где вы видите, и только потом уже приступать к спасению человека. Это у нас в первую очередь идут любые подручные средства, начиная от шарфа,
Если он есть, если нет, то можно расстегнуть куртку, один рукав кинуть человеку, который провалился, один рукав оставить себе и человека вытянуть к себе. Потом, когда мы его вытащим, соответственно, человека из воды, его самое главное — это обогреть до приезда. Пока вы все эти процедуры будете делать, к этому времени уже, конечно, подъедут сотрудники службы спасения, либо сотрудники скорой помощи, которые уже спасут его. Но ни в коем случае не стоит кидать человека, бросаться, паниковать, надо следить, помогать. А вот кто все-таки чаще проваливается под лед, ну, попадает в такие ситуации? Какие группы людей нарушают? Это да, это вот у нас есть группа рисков. Риска — это самые люди, которые самые первые попадают на лед и самые последние с него сходят со льда именно. Это наши рыбаки, это вот за первой рыбкой, за первым уловом и, соответственно, дети. Это вот чистый прозрачный лед, коньки в зубы и, как говорится, на лед. Игнорируя знаки, это вот самая-самая основная группа риска, которая у нас есть. И за ней идет особый контроль. У нас сейчас активизируется еще больше патрулей, активизируется еще больше профилактических мероприятий, будем выезжать и рейдовать по всем водным объектам по территории города, насколько хватит сил, потому что вот эта пора является самой активной. А вы можете вспомнить какие-то случаи, вот, может быть, с прошлого года, зимы, весны? Да, у нас есть один заядлый рыбак, такой, мы ежегодно его встречаем в одно и то же время, можно сказать, сейчас только-только 203-й микрорайон у нас возьмется во льду, его сковывает. Он уже будет там, и доходилось до того, что люди, чтобы выйти на лед, ну, не могут забраться на лед непосредственно, потому что у самого берега льда нету, и перебраться на него тяжело, и доходило до того, что люди использовали листы фанеры, чтобы там пенопласт, чтобы добраться до льда, потом пробурить лунку, и то лунку даже не бурится в этот период, просто кулаком пробивается, и вот сидят рыбачат. И такие рыбаки у нас бывают, и ситуаций много. Но в основном дети пытаются выйти сейчас на лед, покататься, покидать камушки. Смотрят, вроде бы крепкие, и их начинается все больше и больше собираться, а чем больше людей на льду, тем опаснее. А если такая ситуация случилась в пригороде где-то? Как долго ждать помощи? Нет, ну, тут уже зависит, конечно, от местоположения, но все самые активные водные объекты, которые чаще всего посещаются людьми, они находятся под контролем. В смысле, что они как являются в зоне риска, эти объекты, и мы с ними постоянно общаемся, постоянно их наблюдаем. Ну, то есть максимальное время прибытия там, патрульной машины или службы спасения не более 5 минут. А вы можете рассказать о схеме, то есть если, например, я увижу вдруг, что кто-то провалился под лед, гуляет по льду, может быть, как-то обезопасить, позвонить вам, сообщить? Да, если вы наблюдаете там, с окна дома или что-нибудь, что лед еще не сковался, ну, лед сейчас вот именно в такой период, можно смело звонить на тот же телефон 112 и сказать, что на таком-то участке наблюдаете, там, как группа детей катается, либо кидает камни по льду. Это будет моментально отработано, будет выслан патруль, мы подъедем, проведем профилактические беседы, никого, конечно, наказывать за это бить не будем, но будет проведена профилактическая беседа, объясним доходчиво, что будь то детям, либо взрослым людям, что нельзя сейчас находиться на льду. Приведем примеры, есть даже специальные листовки, подадим, покажем, объясним. А есть ли какой-то регламент? Вот, вы получили звонок, и за какое-то время вы должны явиться? Нет, такой конкретно цифры нету, ну, по крайней мере, у нас нету. Мы же, это в службе спасения, может быть, есть, я даже такую цифру не назову, но все равно время прибытия любой машины, она составляет не более 5 минут. Люди очень часто ходят по переправе, по неокрепшему льду. Как вы работаете с такими людьми? Когда у нас конкретно уже река начинает вставать, когда уже паромы перестают работать, да, начинается первое, это так называемая народная тропа. Это люди пробивают себе и тропу и ходят, допустим, по маршруту, если брать Якутск, Нижний Бестях. В этот же день вот у нас отслеживается, каждый день выезжает патрульная машина, она смотрит, как далеко продвинулась тропа, перешел ли кто-нибудь дорогу, потому что, как у нас правило, стоит перейти одному человеку, за ним начинается массовый уже переход людей вообще, ну, в целом. И общаемся с людьми, перед тем, как человек пытается выйти на лед, мы доводим до него, проводим профилактическую беседу, показываем наглядную агитацию, что о возможных там провалах, как человек проваливается. Если человеку на это наплевать и все равно идет дальше, мы уже хотя бы пытаемся довести ему, что делать в этой ситуации, если вы провалитесь. Скоро нетерпеливые водители начнут пересекать водоемы, чтобы сократить путь, не дожидаясь становления льда. Какие меры принимаются к таким нарушителям?
У нас есть план совместных мероприятий с административной комиссией города Якутска. Ну, и по всей республике такие комиссии созданы. И совместный план с ГИБДД города Якутска. Это будут совместные выезды на той же ледовой переправе паромной, где зачастую пойдут там самые первые машины. Будут установлены камеры фиксации нарушений, соответственно, будут. Если у нас есть нерадивые автолюбители, которые пытаются завешать номера тряпками, чтобы их там камера это не сфотографировала, ну, как правило, делают, то будут еще помимо этого сама патрульная машина будет дежурить на берегу. Если остановит такую машину с завешенными номерами, будет совсем другой административный штраф. А так по всему городу, да, будут раскиданы патрули, будем ходить, останавливать машины и проводить профилактическую беседу. И желательно, конечно, не допускать, доводить до водителей, до пассажиров, что водитель, который сейчас пытается выехать на лед, он рискует не только с собой и своим автомобилем, в первую очередь он рискует пассажирами. А пассажирами может быть как от близких людей, так и случайно люди. Поэтому это вот тоже, да, группа риска, она скоро у нас будет. Поэтому надеемся, что люди у нас с годами поумнели, сколько уже было случаев и фотографий, и видео в интернете, что машины проваливаются. Тем не менее, люди все равно рискуют. Это вот печальный факт, это как бич нашего народа. Но будем надеяться, что люди будут более умнее. А таких случаев было много в прошлом году? Ну, у нас зафиксировано, по-моему, 4 случая было за тот год именно провала автотранспорта. Один, по-моему, в районе Нижнего Бестяха, который так и не достали, потому что течение очень сильное. Люди иногда думают, что, ну, ладно, что, провалился, да, машину достану. И вот в поселке, вот возле поселка Кангалас у нас провалилась машина, а глубина состояла около 9 метров. И причем сильное наше якутское течение реки Лены, это около 6 км в час подо льдом. Ни один водолаз, ни одна техника не опустится на такую глубину, чтобы хотя бы зацепить автомобиль и его вытащить. Это следует учитывать. А машина провалилась по простой безалаберности рыбакам, которые, ну, рыбачили на льду. Им было лень ходить до палатки и до берега, и они решили доехать на машине до палатки. И вот на полпути у них машина провалилась. Слава богу, никто не пострадал, пострадала только машина. А какой должна быть толщина безопасного льда, вот, например, для человека и для авто? Для человека толщина льда должна составлять не менее 15 сантиметров. Это для одного человека. Для группы лиц, если мы там вдвоем, втроем, ну и более идем, толщина льда должна составлять не более 25 сантиметров. Но это опять же с расчетом на то, что между нами должно быть расстояние не менее 5 метров, чтобы мы не кучковались и не создавали большое давление на определенную точку льда. А для машины уже идет толщина льда от 30 сантиметров. Но, как зачастую, никто не мерит. Нету такого, что подъехать на машине там, или к льду подойти, там, пробуриться и замерить лед, все можно идти. Нет, такого не бывает. Люди зачастую просто на глаз. Ну, есть такое неформальное измерение толщины льда, это цвет льда. Чем лед темнее, тем он более толще считается. Чем он светлее, тем он менее тонкий. И если вы все-таки решились пойти по льду, когда уже даже это разрешено, когда уже стоят сильные морозы, толщина льда позволяет вам переходить по водному объекту, следует все равно обходить это камыши, деревья, если не подходить к ним близко, потому что из воды торчащего предмета вокруг него лед менее тонкий, он более хрупкий. Александр Юрьевич, спасибо, что ответили на наши вопросы. Пожалуйста. О работе сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по республике мы поговорили сегодня. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня.